Еще на несколько десятков километров потеснилась северная тайга. На берегах реки Вычегды вырос новый город Эжва. Сегодня лесопромышленный комплекс отмечает свое 30-летие, и я должен с гордостью сказать, что свое 30-летие отмечает и Эжвинский район, потому что раньше здесь была дремучая тайга, и только благодаря тому, что здесь был построен лесопромышленный комплекс, возникли другие предприятия, предприятия строительной индустрии, строительные организации, ну, много, автотранспортные предприятия, много других предприятий. Район превратился в один из крупнейших производственных, именно рабочих районов всей Республики Коми. Это первое. И второе, вырос одновременно со строительством лесопромышленного комплекса и жилой массив. И в конечном итоге вот этот небольшой поселок Эжва превратился сегодня в современный, красивый город Эжва. Таежниста, столицная, Эжва родная моя. На собрание мы приглашали главу Республики Коми, заместителя председателя Государственного совета, председатель Виктор Ефимович, прокурор Республики Коми, главный федеральный инспектор по Республике Коми и уполномоченный по правам человека в Республике Коми. На повестке дня нашего собрания один вопрос. Принимается. Нам нужно утвердить регламент. На нашем собрании должен быть секретариат. Секретариат предлагаю в следующем составе. Но выход есть. Статья 34 вот этого закона об общих принципах местного самоуправления, я прямо зачитаю, что она позволяет органам местного самоуправления, в том числе и Сыктывкарского городского местного самоуправления, предусмотренные уставом муниципального образования, будет представлять и защищать интересы всего города Сыктывкара, в том числе и нас, дорогие эжвинцы. В каждом доме должен быть и сделали, но, к сожалению, положительного результата нет. А потому Совет общественных организаций подготовил главе Республики Коми, депутатам Государственного совета, депутатам Совета муниципального образования город Сыктывкар, уполномоченному по правам человека в Республике Коми, главному федеральному инспектору в Республике Коми и прокурору Республики Коми. Мы говорим, что реформированием местного управления в Эжве мы, участники собрания, обеспокоены той ситуацией, которая складывается на нашей территории. Мы отмечаем развитие экономики, стабильность социальной, жилищно-коммунальных сфер, устойчивую политическую обстановку в Эжве и обращаем внимание на необходимость срочного решения вопросов и проблем, связанных с неприятием устава города Сыктывкара. Устава городского округа, простите. Мы, участники собрания, заявляем о необходимости сохранения существующего муниципального управления Эжвы.
нахождения разумного компромисса и диалога с населением. Заявляем о поддержке главы администрации Гончаренко Василия Анатольевича. Реализуя свое право на местное самоуправление, до принятия устава обеспечить возможность функционировать существующих органов местного самоуправления этого года для принятия устава городского округа в установленный законом срок. В этих целях избрать полномочного председателя совета, который вправе подписать устав. Уделить в этом уставе должное внимание четверти населения города, населению Эжвы. В целях сохранения и развития всех отраслей муниципального хозяйства участники собрания выражаем озабоченность бездействием Совета в последнее время и высказываем недовольство результатами деятельности администрации муниципального управления в Эжве. Вот такое обращение мы с вами обсудим и поговорим с ним о принятии уже, сказать, чтобы об этом услышали еще раз, потому что мы много уже об этом говорим. Уважаемые дорогие эжвинцы, я в первую очередь не совсем обеспокоены судьбой нашего района и выражаю благодарность в первую очередь вам за вашу активную позицию, за ваше неспокойствие. Благодарю ту часть депутатов городского совета, которая сегодня вместе с нами вот на этой трибуне. Они представляют большую группу депутатов, больше половины, которые считают, что Эжва должна быть такой и иметь возможность, как она есть сегодня, и иметь возможность развиваться дальше. Сегодня так случилось, да, действительно, что закон не в нашу пользу, но в этой ситуации в течение 6 месяцев, отработав все варианты и возможные законные варианты решения нашего вопроса в будущем, мы сегодня предложили городу Сыктывкару в лице совета, администрации вариант сохранения существующего системы управления Эжвой, которая она есть сегодня, без ущемления чьих-либо интересов. Сегодня, к сожалению, в Сыктывкаре, в администрации Сыктывкара нет полного понимания о нашей озабоченности. Вот если удариться в историю, всегда, на любом периоде истории развития Эжвы, всегда ей давали возможность самостоятельно развиваться, решать свои местные вопросы. И так было всегда. Так было, когда появился закон о местном самоуправлении. Так было всегда, когда продвигаются успешно. Сохранить ту тенденцию развития всех отраслей, создать благополучную жизнь в целом, сохранив при этом всю систему управления коммунальным хозяйством, благоустройством и в целом иметь самостоятельно, вместе с Сыктывкаром, решать все наши вопросы. Я благодарю вас и законом и реформированием местного самоуправления с 1 января 2006 года на территории города образуется единое муниципальное образование. Но на сегодняшний день ситуация складывается, к сожалению, не в пользу нас, жителей Эжвы. Так до сих пор депутатами Сыктывкара не принят устав нового поселения. Более того, в проекте устава не определен статус Эжвы. Мы ничего не знаем о нашем будущем. Нам неизвестно, как же будут решаться вопросы жизнедеятельности моей школы и в целом образования района. Всех педагогов очень беспокоит вопрос, как будет выстраивать стратегия развития отрасли образования в Эжве, осуществляться единая образовательная политика, сохранится ли отлаженный механизм финансирования образовательных учреждений района, централизованной бухгалтерии, единой для всех учреждений. Как будут решаться вопросы повышения квалификации педагогов, организации массовых мероприятий и другие насущные вопросы. Чище, чем в Москве, понимаете? Чище, чем в Сыктывкаре. Все идут на благо народа. И потом в этом пристойно. Понимаете? Нет. Поэтому, да, я считаю, что мы должны с это делать цинично. И стоят, понимаете, нет, в очередях, этим вот машина, понимаете, нет. Даже проехать невозможно, да. Невозможно проехать. У нас же, вы понимаете, льготный проезд.
мы стараемся ветераны войны это дело сохранить. Вот. Как-то, наверное, так, да? Не справляется с обязанностью. Вот, например, любых в Германии, да, понимаете, нет? Он уходит сам в отставку, понимаете, нет? И я предлагаю... Профессионалов, кропотливо, настойчиво, целеустремленно развивают Эжву, которым мы сегодня гордимся. Она стала современным столичным районом. Ветеран труда, который строил этот город по колену в грязи, потом переехал в Усть-Илимск, строили мы Усть-Илимск, ОПК запустили людей, приехали обратно. Город прекрасный, Гончаренко хорошо очень работает, команда у него слаженная. Их тоже, какой же совет, какие же депутаты проголосовали, для чтобы отделить. В настоящее время организуется больше 100. Посмотрите, какие у нас красивые женщины. Достойным жителей Эжвинского района. Ну, Здрасте. привет, что скажешь про Эжву? Мне нравится Эжва. Здесь хорошо живут. Все. От жителей Эжвинского района. Потому что мало верится в то, что пока у руля города Сыктывкара находится Закулин и его компания, исполняющий обязанности принятия устава города Сыктывкара быть не может. Вначале нужно избрать. Всем дела. Я один из вас. И мне как-то, знаете, домно потому что там многие. Было в этом здании собрание не так давно, когда нам тот же Катунин говорил, ну, а идти до конца, потому что не мы, наши дети, должны жить лучше, и это все зависит сегодня от нас сразу.